Здравствуйте. Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Ольга Валерьевна, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной и находится под контролем органов государственной власти и органов местного самоуправления. На 17 декабря 2020 года по данным управления Роспотребнадзора по республике выявлено 203 новых случая коронавирусной инфекции. При этом на столицу республики приходится меньше 100 случаев, 94. Необходимо обратить внимание на повышенный уровень случаев в Алданском, Мегино-Кангаласском и Нерюнгринских районах. Также я хочу обратить внимание на то, что несмотря на снижение количества случаев в рядах наших районов центральной группы, западной группы районов, сегодня необходимо особое внимание уделить на два района, на Кобяйский район, в котором достаточно долго сохранялась стабильная ситуация, но сегодня на фоне семейных контактов, которые произошли, зафиксировано 7 случаев. И также под особым вниманием у нас находится Нижнеколымский улус, который сегодня мы на особом контроле держим, как с точки зрения укомплектования дополнительного медицинскими кадрами. Туда будет выезжать соответствующий специалист Министерства здравоохранения для того, чтобы ситуацию разобрать на месте. За сутки лабораториями республики проведено 3220 исследований на новую коронавирусную инфекцию. С учетом новой открытой лаборатории в городе Якутске в поликлинике 1 на настоящий момент вместе с федеральными лабораториями на территории республики работает 15 лабораторий. Все северные районы обеспечены тестами ИФА и ИХА для того, чтобы уменьшить и количество, и срок прохождения анализов при выявлении непосредственно признаков, которые характерны как для вирусных заболеваний, так и, соответственно, они могут быть характерны и для коронавирусной инфекции. Сегодня необходимо обратить внимание, что в республику поступило дополнительно 800 доз вакцины против коронавируса. И, соответственно, мы продолжаем работу по вакцинации медицинских работников уже непосредственно и с учетом тех районов, в которых у нас наиболее большее количество выявленных зараженных и где в большей степени врачи находятся в зоне риска. Это Мирнинский, Нерюнгринский, Алданский, Мегино-Кангаласский районы и Ленский район. Вакцинация после врачей по вакцинированию по списку пройдут также работники учреждения социальные и, соответственно, те, кто контактирует по списку, определенному Министерством здравоохранения Российской Федерации. Спасибо большое. Это был брифинг регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Далее эфир продолжим выпуском новостей и коротко о главных темах. Уже сегодня президент России Владимир Путин ответит на вопросы россиян и СМИ. В Дальневосточный центр, который будет держать связь с Новоогарево, прибыли журналисты нашего телеканала. В федеральном центре и регионах подводят итоги дистанционного обучения. Какие результаты онлайн показал за год? Между тем продолжается прием заявок на участие в конкурсном отборе программы поддержки местных инициатив. Комиссии уже предстоит просмотреть более 300 проектов. Сегодня состоится ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Региональные журналисты будут работать на спецплощадках в своих федеральных округах. Наш телеканал представляет Алексей Соколов, он передает с Владивостока.
В этом году пресс-конференция главы государства пройдет в 16-й раз. Из-за пандемии коронавируса организаторами было принято решение о проведении пресс-конференции в режиме видеоконференц-связи. Для этого по стране организованы 9 основных площадок, которые располагаются в центрах федеральных округов. Так, например, наша съемочная группа находится во Владивостоке, куда съехали журналисты всего Дальневосточного федерального округа. Всего на пресс-конференцию аккредитованы 774 журналиста по всей стране. В том числе 51 представитель средств массовой информации приехали во Владивосток. Из них это корреспонденты, наша съемочная группа НВК «Саха», а также корреспонденты Якутского Саха-информационного агентства и газеты «Саха-Сирен». Кроме того, в этом году одним из новшеств станет элементы прямой линии. То есть жители России также могут задать свой вопрос главе государства, отправив его в текстовом виде, либо записать видеообращение и отправить на сайт Москва Путину, либо через специально организованное приложение. Сам же Владимир Путин будет отвечать на вопросы россиян и журналистов, находясь в резиденции в Новоогарево. И что больше всего в этом году будет волновать жителей страны и журналистов, мы уже узнаем через несколько часов. Начало пресс-конференции запланировано в 12:00 по московскому времени. Алексей Соколов, Георгий Григорьев, Владивосток. А в Москве представители СМИ соберутся в Международном центре торговли. Там будут находиться как представители федеральных российских, так и иностранных средств массовой информации. Шахматная рассадка, маски, перчатки – все с соблюдением противоэпидемических мер. Как сказал Алексей, при этом и каждый россиянин может задать свой вопрос президенту. Для этого необходимо зайти на сайт moskvaputinu.ru или через одноименное приложение. Все поступающие от жителей страны обращения обрабатываются волонтерами. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил включить вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок. В частности, до сегодня должны быть внесены изменения в приказ Минздрава. Министру Михаилу Мурашко поручено держать на личном контроле организацию работы пунктов вакцинации в регионах во время новогодних праздников. Роспотребнадзор, в свою очередь, должен продолжить постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации и информировать правительство о выявленных рисках. Вековой юбилей отмечает одна из старинных клинико-диагностических лабораторий Дальнего Востока. Лаборатория Якутской городской клинической больницы проводит широкий спектр исследований, позволяющих получить точную и достоверную информацию о состоянии организма. О работе медучреждения сотрудники рассказали Агафье Гоголевой. Заслуженный врач клинической лаборатории Сафрон Корякин впервые пришел в отделение лабораторной службы в 1959 году и проработал во всех его отделениях. За время работы получил 8 патентов на изобретения, в частности, к способам лабораторной диагностики гепатита, туберкулеза и половых инфекций. Лаборант должен обладать таким, первое, это надо здоровье иметь и настойчивость. И внимательность. Иногда, ошибка лаборанта иногда может, конечно, плохую роль сыграть. Но чтобы поменьше было ошибок. Хотя бы в пределах 5% допускается медицина и биология, 95% достоверность. В год лаборатории исследуется порядка 1,5 миллиона анализов. Медучреждение оснащено современным оборудованием. Но, безусловно, главной ценностью, гордостью и потенциалом лаборатории являются специалисты. Сейчас, конечно, все современно стало. У нас сейчас аппаратуры современные. Раньше мы работали, конечно, вручную. От этого мы уже отошли сейчас. Но в основном, конечно, у нас очень интересная работа. Мы что-то, для нас, конечно, что-то мы ищем, что-то мы находим. Для нас, конечно, хорошо, а, конечно, не для пациентов. В этом году из-за пандемии в работе лаборатории произошли некоторые изменения. У нас добавились новые тесты. Это исследование ПЦР-диагностика ковида, ИФА-диагностика ковида на интерлейкин-6. Также увеличилось большое количество биохимических и биологических исследований, чтобы круглосуточно оценивать состояние пациентов. И стали работать без выходных.
В день лаборатории исследуется от 200 до 600 тестов на ПЦР-ковид. Сейчас, по словам врачей, кроме коронавирусной инфекции, циркулируют риновирус и боковирус. За вековую историю было немало сложных периодов, и за свою историю учреждение накопило уникальный опыт и добилось колоссальных достижений. Но главным достижением лаборатории был и остается ее коллектив. Здесь работают люди, нашедшие свое призвание в медицине. Основа их труда – профессионализм, любовь, милосердие и сострадание. Агафья Гоголева, Джулус Иннокентьев, Якутск. Глава Якутии оценил реализацию проекта «Родные города и села». После его послания ровно год назад под этим проектом объединили все программы, связанные с гражданскими инициативами. Среди них программа поддержки местных инициатив, общереспубликанское движение добрых дел «Моя Якутия в 21 веке», региональный проект формирования комфортной городской среды, программа комплексное развитие сельских территорий. Асан Николаев отметил хорошие темпы в их реализации и поблагодарил всех за работу. Он также поручил максимально привлекать местное население к благоустройству, создавая рабочие места. И рассказал о важности и целях создания Центра управления регионом. Задача Центра управления регионом – это повышение качества и скорости работы с обращениями граждан, выявление проблем и своевременное реагирование на эти обращения и контроль за их исполнением. В этом, конечно же, я вижу огромный потенциал для корректировки деятельности глав муниципальных образований всех уровней. Между тем продолжается прием заявок на участие в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры. На сегодня поступило уже порядка 300 проектов. Сейчас комиссия занята их утверждением. На эти цели в общем предусмотрено 500 миллионов рублей. Заявки принимаются до 29 декабря, а итог будет подведен уже в феврале следующего года. Напомним, программа поддержки местных инициатив действует в Якутии с 2017 года. В нее включены проекты по ремонту дорог, благоустройству парков, проведению водоснабжения, строительству детских садов и спортивных площадок, восстановлению объектов инфраструктуры и реставрации памятников. Единая комиссия будет рассматривать все проекты по всем 4 программам. Также решили, что на собраниях населения будут рассматривать также проекты по всем 4 программам, чтобы население собиралось несколько раз по каждой программе. Будет одно собрание, там будут рассмотрены все проекты по 4 программам. Также в связи с пандемией, чтобы не было очных собраний, введена электронная платформа One Click Якутия, где любой гражданин республики может посмотреть, на какой стадии находится проект, когда будет голосование, и также проголосовать на этой платформе. 2020 год стал вызовом для многих. Пандемия полностью изменила подход в образовательной системе. Теперь удаленное обучение – это норма. С какими трудностями столкнулись педагоги и ученики, и какие выводы сделали эксперты, узнал Максим Кардозо. Дистанционное обучение прочно вошло в нашу повседневность. Занятиями в онлайн-формате уже никого не удивишь. Но еще в начале года такой новый подход вызвал много вопросов. Проблемы были и у учеников, и у педагогов. Мы видели, что кто-то достаточно быстро адаптируется в новом пространстве в интернете, а для кого-то это совершенно другое измерение, в котором нужно идти на ощупь. И педагогу нужно сконцентрироваться иногда не на предмете, а на получении новых компетенций, которыми он должен обладать, чтобы проводить дистанционное образование. От домашнего обучения страдали и родители. В сети стали появляться ролики измученных мам и пап. У меня 4 ученика в доме. 9 класс, выпускной класс, близнецы 6 класс и дочка 1 класс. Мы делаем уроки круглосуточно. У меня нет дома возможности у всех детей иметь гаджеты. У меня нет столько комнат. С проблемами столкнулись и вузы. Больше всего пострадала практическая часть обучения. Университетам пришлось сильно обновить техническую составляющую. Университет закупил достаточное количество лицензионных программ и в Zoom, чтобы в полной мере обеспечить дистанционную форму обучения. Сейчас мы разрешаем нашим сотрудникам приходить и делать видео занятия. На прошлой неделе мы установили очень хорошее оборудование для того, чтобы можно было проводить и сетевые программы, чтобы полностью обеспечить хорошим качеством. Уже понятно, что онлайн-формат в ближайшее время никуда не уйдет, и эксперты сходятся во мнении, что необходимо совершенствовать систему дистанционного образования, особенно в северных условиях, ведь с дистанционкой о привычном зимнем карантине можно не беспокоиться. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва.
В дистанционном формате учатся и студенты транспортного техникума Брызгалова в поселке Нижний Бестях Мегино-Калангаласского района. Занятия проходят по направлениям ремонта и обслуживания легковых автомобилей, дорожное строительство, а также по сварочным технологиям. В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта образования летом этого года был оборудован современный кабинет. Торжественное открытие состоялось буквально на днях. Получили оборудование с начала учебного года. Это в количестве 1 МФУ, 6 ноутбуков для административно-управленческого персонала, 2 ноутбука учителя, 30 ноутбуков для мобильного класса и также у нас 2 больших интерактивных комплекса. Вот эти оборудования нам должны помочь в обучении студентов как и в очном формате, так и в дистанционном. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.